В амфитеатре Абхазского госуниверситета презентация нового видеопроекта «Стихи, сказки». Его создала команда творческой студии «Абаш», молодых режиссеров, операторов и актеров, вдохновленных идеей сделать абхазскую поэзию ближе современному зрителю. Проект реализован при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта города Сухум. Ииаҵәоуп схы-сҿы, ииаҵәоуп снапқәа, исшәуп абӷьы, сыҵлоуп сара. Ҵәаны сгәы ҿырхт, аԥша сыхшьны, ԥшаны сгәы ҿырхт, сгәы ԥшааны, сгәы иқәиааз аҵла, ацәа ҿаны. Са сыҵла ҵәуоит, уажәааны, ухынҳәы ҽаанынӡа, унапы иануп, аҵәа, са сгәы, иҵәуоит сыҵла уажәааны. Ииаҵәоуп схы-сҿы, ииаҵәоуп снапқәа, исшәуп абӷьы, сыҵлоуп сара. В проект вошли 20 произведений, преимущественно на абхазском языке. Стихи читают известные актеры Теймураз Чамагуа, Камаина, Пшба, Милана Ломия и Саид Камке. Среди авторов Баграт Шингуба, Таиф Аджба, Кум Фломия, Лёля Тванба, Михал Акарба и другие. Работа над проектом заняла более 2 месяцев. Все ролики вскоре появятся на канале студии Абаш, в YouTube и Telegram. Проект был создан при поддержке Госкомитета по молодежи и спорту. Было отобрано 20 произведений, 2 из которых на русском языке, а основное количество на абхазском языке. Главная цель – распространение абхазского языка, популяризация абхазского языка. Для этого мы все плоды нашего проекта выдаем в открытый доступ. То есть в открытое пользование любой желающий может зайти на наши страницы, аккаунты, каналы и свободно скачать, кому-то показать и использовать так, как он считает нужным, также для дальнейшей популяризации абхазского языка. По словам авторов, проект стал логичным продолжением их работы по продвижению родного языка в цифровом пространстве. В будущем команда планирует снимать новые ролики на открытых площадках и в исторических местах Абхазии, чтобы соединить поэзию и живую атмосферу страны. В дальнейшем хотелось бы, конечно, более масштабно развивать этот проект, возможно, вне студии. Это могут быть съемки на каких-то исторических локациях, возможно, соответствующих тематике тех или иных произведений. Ну и в дальнейшем, я думаю, что если также будет оказана поддержка, то мы сможем расширить этот проект, подключить больше людей к этому делу и распространить по всему миру. Презентация собрала творческую интеллигенцию, студентов и преподавателей АГУ. Старшее поколение литераторов поблагодарило авторов за инициативу и отметило, что интерес молодежи к абхазскому языку – лучший способ сохранить его живым. Милана Ломи – одна из молодых актрис, участвовавших в проекте. Для нее эта работа стала не просто творческим проектом, а возможностью по-новому взглянуть на родную речь и культуру. Это участие натолкнуло меня на мысль, что из-за работы, из-за моей деятельности приходится очень мало говорить на абхазском языке, как-то существовать на абхазском языке. Это грустно, это неприятно даже говорить к стыду. И было очень приятно, когда ребята предложили участвовать, и волнительно, безумно, потому что ты так давно не работал на абхазском, а вдруг сейчас суметь это сделать и сделать как-то со смыслом, чтобы получилось как-то передать. Своего рода было такое напряжение небольшое, но думаю, мы справились. И вообще я смотрела и старших своих коллег, было очень трогательно, какой же у нас язык красивый. Давайте читать нашу литературу, наши стихи. Проект «Стихи и сказки» – пример того, как современные формы медиа помогают по-новому раскрыть богатство родного языка и культуры. Авторы проекта надеются продолжить работу и расширить ее формат. Заур Кварча, Абаза ТВ.